Приветствую всех на канале Магия Песка. Мои дорогие зрители, меня зовут Ольга, и сегодня для вас я сделаю отсыпочку на такую тему. Кто ищет встречи с вами? Кто это человек? И получится ли у этого человека с вами встретиться? Загадайте, пожалуйста, на себя. Ни о ком думать не надо. Песочек все покажет сам. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только лишь самую важную, нужную и полезную информацию. Тут не просто ищет встреч, тут руки к вам тянет. И тут не один человек вышел, сразу вам говорю. Возможно, потому что отсыпка общая, ну а возможно, вы очень многим людям нужны, важны и очень интересны. И поэтому все хотят встречи с вами. Вы очень важный человек, судьбоносный, возможно. Вообще мне идет, что вы очень умный человек, и сердце у вас большое и доброе. Вы очень многим помогаете. Здесь, знаете, как помощь не только людям идет, но и животным. Вы советы добрые даете, правильные, такие вот четкие, ясные. Вы и чем-то делитесь, и в жизнях, судьбах других людей участвуете. Вот никогда мимо не пройдете. О вас прям легенды ходят, как о доброй фее, о волшебнице. Может быть, вы занимаетесь какими-то практиками. Может быть, вы оказываете профессиональные услуги. Ну, а может быть, сами по себе такой человек очень способный, талантливый. И, опять же, как я уже сказала, да, с высоким интеллектом. Очень многие люди в вас нуждаются. И очень многие люди с удовольствием бы были с вами, ну, в близких отношениях, там, дружеских, товарищеских, любовных, почему бы и нет. Вы интересная личность. Но при этом я вижу, что вы от людей немного устаете, от суеты устаете, от глупости человеческой устаете. Иногда хочется вот побыть одной, чтобы никто не дергал, просто отдохнуть, потратить хоть чуть-чуть времени на себя, там, на любимую книгу, либо просто полистать какие-нибудь видео. Отдохнуть от суеты хочется. Вот. Некоторые люди, конечно, вас умеют удивить, да, своей глупостью, бестолковостью, но вы никогда не будете делать замечаний, вы просто промолчите и уйдете. Вот если вас не просят, вы никогда не говорите. Вот. А если попросят дать совет, дать рекомендацию, вы всегда скажете, как оно есть, и всегда ваши слова, они как на вес золота идут. Также я вижу, у вас есть критиканы, люди, которые завидуют вам, вашим способностям завидуют. Поэтому очень часто сталкиваетесь с тем, что вас пытаются критиковать, либо под сомнение ставят то, что вы делаете, либо говорите. Но вы не сильно обращаете внимание, да, как назойливых мух, отгоняете от себя этих людей, ну и делаете то, что вам сердце велит. А сердце большое и доброе, и велит оно вам помогать другим людям. Даже если вот и благодарности не получаете, скорее всего, не получаете, но тем не менее помогаете. Вы не для людей стараетесь, вы для сердца своего стараетесь. И так велел нам Господь, да, помогать тем, кто в нужде, тем, кто сам себе помочь не может. Не ждете от людей, вы все это делаете, потому что у вас на сердце это есть потребность, да, помогать. Так, тянет руки к вам мужчина. Мужчина, который вам хорошо знаком. Мужчина, который упустил свою возможность построить с вами здоровые, правильные и счастливые отношения. Вы очень любили этого человека, либо очень были влюблены, вы тянулись к этому человеку, вы видели его недостатки, но при этом вы считали, что вот любовь, она может все исправить, что вы его всему научите, что вот он, видя ваш пример, тоже поменяется. Но, к сожалению, такого не произошло. Тот мужчина, он очень сильно и много на что соблазнялся. Вот он не только мог на женщин и других соблазняться, он мог соблазняться на какие-то неправильные поступки, как противозаконные какие-то вещи. Вот он очень амбициозный был в свое время и считал, что он прям такое талантище, что вот он там зайдет как солнце, да, станет новым солнцем.
Ну, а вы видели, что он, конечно, человек такой, как амбициозный, да, но не совсем еще пропащий. Ну, по крайней мере, надеялись, что вы можете его исправить. Вы очень много от него терпели. Когда вам было больно, вы улыбались, вы прощали, вы принимали, вы закрывали глаза даже на какие-то поступки, а он это не ценил. Либо наоборот думал, что вы такая глупенькая, да, что очень легко можно вас обмануть, либо вы все, что угодно ему простите. Но он очень сильно ошибался, потому что было событие, которое вы уже не стали ни прощать, ни молчать о нем не стали. И вот, скорее всего, какая-то размолвка очень серьезная произошла, после чего этот мужчина просто вот вспыхнул, да, и как убежал, мне идет, да, что вы его послали. Он вспыхнул и убежал. У него еще проблемы с гордостью, да, вот самомнение, гордость слишком были раздуты. Человек прям дни считал, минуты считал, часы считал, когда же вы за ним придете. То ли потому, что привык, чтобы вы всегда первое приходили мириться, то ли потому, что вот был просто уверен в том, что так и произойдет, да, что вот он вам очень нужен и что вы прям им очень сильно дорожите. А вы не пришли. Вы не пришли, вы постарались сделать все, чтобы его забыть. Вот я вижу, на кого-то, на что-то отвлекались, да, вот как бы, чтобы не думать об этом. И вы долго в себя приходили, но таки научились жить без него и даже отпустили ему его грехи, его вот эти обидные вещи. Да? Так и сказали: живи с миром, да, только живи подальше от меня. Вот за это время, пока вы не виделись, у мужчины очень много событий в жизни произошло. И все такие, знаете, очень неприятные, катастрофичные, я бы даже сказала. Мне вот почему-то кажется, что вы ему как удачу приносили в жизни. Либо вы его постоянно вот вытягивали, да, помогали, вытягивали, за него что-то делали. Что вы как-то и финансово могли поддержать, за него там договориться, да, вот как-то вы что-то предпринимали. И благодаря вам он держался на плаву. И благодаря вам он даже в какой-то степени успешным стал. Но как только вас в его жизни не стало, вот все вернулось на круги своя и даже ухудшилось. Потому что еще и высшие силы начали на него давить, потому что он упустил вас, потому что он вас обидел, он поступил максимально несправедливо. Тут мне идет, что он какую-то болезнь пережил, либо до сих пор переживает, да, вот как со здоровьем у него, прям здоровье посыпалось. Плюс еще какие-то проблемы с законом я вижу. Вот. У кого-то еще отыграться может, что мужчина начал злоупотреблять какими-то вредными привычками. Это тоже ему прям значительно так сказалось на здоровье. Вот. Долго он падал в эту огромную яму, пока на самом дне не очутился. Когда очутился на дне, у него, понимаете, ни друзей не осталось, ни денег, никому он не нужен. Такой, знаете, вот как сирота казанская, да? Как изгой какой-то оказался. И вот, потеряв все, пришло осознание, да, что вот я сыграл и я проиграл. Я потерял лучшую женщину в этом мире, я потерял свое счастье, потерял свою прекрасную жизнь. Вот он начал все это понимать. И как только он начал это понимать, высшие силы ему немножечко, знаете, прикрутили эти муки, вот, стали ему немножечко помогать, потому что он раскаялся, он по-настоящему раскаялся, и он очень много, вот знаете, как себя винил, он очень много даже над собой как-то издевался, даже какие-то аскезы мне идет брал. Сейчас этот мужчина приводит свою жизнь в порядок, но он это делает не потому, что ему хочется жить по-другому, а потому что вы ему нужна. Он понимает, что в таком раздолбанном состоянии, как сейчас находится, вы его точно не примете. Ему важно привести себя в человеческий облик, ему важно хоть как-то вот, знаете, выкарабкаться и прийти к вам приятным человеком, да, человеком, у которого все хорошо, да. И вот он сейчас над этим работает. У него работа какая-то. И он прям в нее вкладывается. Рядом с ним никого не вижу. Даже если он там с другой женщиной спутался, сейчас рядом с ним вообще никого нет. Он вообще одинокий, как волк-одиночка, да, мне идет. Работа. У него вот работа, дом, и еще у кого-то спорт идет. Вот он как готовится к встрече с вами. Ему очень хочется с вами быть опять вместе. Причем под одной крышей хочется быть. И, возможно, вы его заблокировали, да, у него очень мало информации о вас. Вот от какого-то мужчины он информацию о вас получает. Может быть, это ваш общий знакомый, может, вы вместе работаете, да, может, это даже родственник какой-то ваш, либо его, вот с мужчиной с каким-то общается. И вот я вижу, что он себя настраивает и вот этими мыслями, что вот он может
хоть там призрачный шанс на примирение с вами иметь, он себя как бы подбадривает. Очень хочет вернуться. И мне кажется, что небеса дадут ему такой шанс. Ну, по крайней мере, встреча у вас будет. Будет встреча. Конечно, он уже по-другому выглядит. Может, даже вот посмотрите на него, вам жалко его станет. Скажете, ой, довез тебя до жизни такой. Ну, а вы вот напротив, вы очень расцвели, вы такая красивая, вы себя в руки взяли, похорошели, может быть, немножко похудели, либо наоборот, чуть-чуть набрали, округлились. Возможно, вы больше занимаетесь собой, да, вот вы прям совершенно по-другому выглядите. Вы уже не та девчонка, да, доверчивая, вы уверенная в себе прекрасная молодая женщина. Вот так мне идет. Он, конечно, ахнет, когда вас увидит, растеряться, скорее всего, может. Вот. Ну, а вам его прям жаль будет. Посмотрите на него, скажете, какой ты жалкий стал. Вот это тебя жизнь побила. Но это хорошо, что вы его сейчас не видите. Ну, либо не видели, каким он был там еще месяц назад. Но встреча у вас будет, и даже какой-то разговор у вас состоится. Разговор достаточно спокойный мне идет. Вот. То, что хотел, он не сможет сказать, либо не все сможет сказать. Ну, возможно, это будет новой точкой, новым началом вашего общения. Я не буду говорить, что вы его там прям назад примете с распростертыми объятиями, но, возможно, вы хотя бы как-то дружески начнете с ним общаться, там, разблокируете его для начала. Да, но так он видит вас, конечно, своим будущим, и очень хочется выпросить у вас прощения. Просто хотя бы, чтобы вы его простили, чтобы этого греха на нем не было, да, вот такой момент. Дальше, мои хорошие, показывают еще одного человека. Но с этим человеком у вас знакомство какое-то было в недавнем прошлом. Может быть, вы где-то были в компании, отдыхали. Может быть, вы ездили действительно там к морю отдыхать. Либо где-то вы были, находились, вот как мне, у себя дома, либо даже не у себя в городе. С каким-то мужчиной познакомились, у вас какое-то шуточное знакомство произошло, да, вы там пошутили, либо он там, знаете, прикинулся кем-то, либо вы там подыграли ему. Такой веселый мужчина, но на самом деле очень серьезный человек и немножко неуверенный в себе. Вот он за этими шутками, за этим красным словцом, он прячет свою неуверенность. Мужчина симпатичный мне идет, интересный, симпатичный, но немножко неуверенный. Вот. И я вижу, что этот человек о вас очень мало знает, и он вас ищет, хочет встречи с вами. Прям запаливаю ему в сердце, в душу. Я не буду говорить про любовь, но то, что у него к вам такой вот прям дикий интерес проснулся, такое дикое желание, жажда, да, общения с вами, это 100%. Но он больше как-то вас в интернете ищет, да, скорее всего, потому что живете в разных городах. Ищет, но найти пока не может. Да? А может быть и нашел, а у вас профиль закрытый. Он вам там отправил заявочку, а вы ее до сих пор не одобрили. Но может еще и ищет. И я не могу сказать про его намерения, но вот у него есть жажда видеть вас и общаться с вами. Да? Жажда общения мне идет. Так, дальше. Вот здесь показывают женщину. Причем эта женщина... Она по возрасту такая, как вы, ну, может быть, там плюс-минус пару лет, да, у кого-то отыграется. И вы с этой женщиной в каком-то одном деле участвовали, либо одну работу делали, да, может быть, вместе когда-то работали, либо вместе учились, либо вместе какую-то проблему решали, может быть, у вас похожие проблемы были. Вот, вы этой женщине чем-то помогли, ну, либо подсказали, ну, что-то вы для нее сделали. И эта женщина переполнена благодарностью в вашу сторону. Может быть, тогда она растерялась, либо там не смогла, либо нечем было вас благодарить. А теперь она вас ищет для того, чтобы вас отблагодарить. Эта женщина хочет вам какой-то грандиозный подарок сделать, либо там, не знаю, большую денежную сумму в качестве благодарности дать. Но вот хочется отблагодарить, а найти она вас не может. Может, вы ее спасли, там, подсказали, что-то вы для нее сделали, мне идет. И вот она вас разыскивает. Ну вот как-то расспрашивает про вас у каких-то людей. Люди такие говорят, мы не знаем, мы не видели. Какую-то даже неправильную информацию кто-то ей дает. Знаете, как специально, как злая шутка. Типа, вы там в одном городе, а ей говорят, нет, вы там совершенно в другом городе. Вот как-то ее обманывают, даже мне идет.
И рядом с ней какой-то человек, который не хочет, чтобы она вас нашла. Может, ему там жалко подарков, либо денег жалко. Ну вот как-то, знаете, все против нее складывается. Но с другой стороны, тут с правой стороны ситуация. То есть я думаю, что она вас таки найдет. Может быть, не сейчас, не сразу, не в ближайшем будущем, но она вас найдет. Очень благодарный человек и очень переживает, что она тогда вас не поблагодарила. То есть она чувствует, что она вам должна. Вот. А это чувство, оно прям такое сильное, на душе лежит. Вы ей даже снитесь, этой женщине. Да, она думает: господи, какая неблагодарная. Ну вот как так? Ну что я растерялась? Либо почему я хотя бы там словами как-то не поблагодарила? У нее сейчас вот как достаток высокий у этой женщины. Либо очень удачно сложилась жизнь. И ей вот хочется вас отблагодарить. Вообще хочется с вами общаться. Вы ей очень импонируете. Ну и импонировали тогда. Так, дальше. Ну вот здесь не ищет, а скорее ищет дорогу к вашему сердцу. Здесь какой-то мужчина, но он такой, знаете, хулиган. Либо он такой, как бы это сказать, ходок, да. У него женщин много, он женщин меняет как перчатки. Местный, кто, жигало, да? Либо дамский угодник. Мужчина, с которым вы, знаете, как мне идет? Вот он к вам то ли приставал, то ли как-то пытался за вами ухаживать, а вы его прям жестко послали, и причем не раз. А этот мужчина, он такой прям, у него дух охотника, да? Почему он женщин меняет? Ну, потому что у него дух охотника. И он вот как смириться не может. Сначала он очень сильно на вас злился и думал: да кто она такая, да почему она так со мной поступает, да что она о себе возомнила. А потом он начал, знаете, как-то по-другому о вас думать, что вы такая женщина, себя уважаете, да, что вы там с кем попало не общаетесь, в связи не входите. Прям, знаете, зауважал, да, он вас зауважал. И ему прям очень хочется найти к вам подход. Он-то рядом находится, но только доступа к вам нет, вы его к себе не подпускаете. Вот, он к вам присматривается, и он вас изучает, мои хорошие, изучает для того, чтобы понять, вот как к вам подойти, на какой драной козе к вам подъехать, да. Но такой смышленый, конечно, он мужчина. Конечно, женщин соблазнять мозги нужны, да, потому что женщины, они ведь сложные создания, да, давайте скажем так. Вот. И он изучает, пытается найти подход к вам, путь к вашему сердцу. Конечно, в идеале ему хочется, чтобы вы в него влюбились. Но он будет и согласен на то, что вы просто позволите ему с вами общаться. Он знает, что вы о нем плохо думаете, и ему очень хочется в ваших глазах исправить свою репутацию. Ну, как-то не получается, не получается. Да, интересный, конечно, человек. И вот тут еще такой знак идет, что вы для этого мужчины как будто бы кармический учитель. Возможно, он в вас влюбится, и, возможно, ради вас он изменит свою жизнь. Вот, и вы будете его кармическим учителем, роковой женщиной, да, которая там красной линией через всю его жизнь пройдет. Да, жизнь разделится на до и после. Но это в будущем. У кого-то в будущем прям так и отыграется. Ну, может быть, под вашим влиянием этот мужчина действительно изменится в лучшую сторону. И кто его знает, может, вы ему и взаимностью ответите, когда он станет другим человеком, да, когда он станет более адекватным и нормальным. Ну, а сейчас он прям подбирает ключи, но подобрать не может. Ему очень с вами тяжело, но очень интересно. Прям заинтересовали вы его. Постоянно думает о вас. Постоянно. Вы в его мыслях там буквально 24/7. Когда он с другими женщинами находится, он все равно думает о вас. Да, либо представляет вас. Да, потому что очень заинтересовала тем, что жестко отшила, причем не один раз, поэтому запали вы ему в сердце. Ну, что есть, то есть. Мои хорошие, на этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.